Доброе утро, Республика! Рад, что встречаете этот новый день вместе с нами. Это НВК «Саха», программа «Новый день». В студии для вас работает всю эту неделю Иван Буцкан, то есть и я. На календаре 10 октября, день недели четверг. И чем же он знаменателен с празднованием определенных памятных или исторических дат? Так, к примеру, октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши. Традиционное блюдо русской кухни, как и кухонь народов всего мира, продолжает оставаться самым популярным на протяжении уже многих-многих веков. Именно этим обусловлено появление данного замечательного праздника. Наверняка вы тоже с утра сейчас кто-то себе кашу заваривает, чаще всего овсяную с утра. Но, кстати, вот этот день, Международный день каши, появился вовсе не благодаря русской каше, а именно британской традиции овсянка-сэр. Вот они с этого момента и стали отмечать сей праздник. Кроме этого, сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья, чего я вам всем желаю, чтобы у вас оно было всегда в норме, и Всемирный день зрения, чтобы вы нас видели и радовались новым интересным новостям. Какие новости у нас из мира погоды прямо сейчас? Сегодня, по данным якутских синоптиков, в центральных улусах утром температура воздуха была -6, -3, а днем ожидается -4, -0. В Заречье -2 +1 утром, днем -2 +4. На юге -10, -8 утром, днем -6 градусов. В Вилюйских улусах -7, -6 было утром, днем -5, -2. В Нижнеилинских улусах -9, -3 утром, днем -5 +1. На западе республики -8, -6, днем -5, -3. В Колымендигирских улусах -18, -3, днем -12, -0. В Янских улусах -12, -9 было утром, а днем ожидается -10, -6. На северо-западе республики -6, -5 было утром, днем -7, -3 градуса. Что касается столицы республики Якутска, в 6 утра температура воздуха была -3 градусов, гололед, снега навалило очень много, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер дует северо-западный, 2,7 метров в секунду. Чувствуется такой ветерок. Днем ожидается температура воздуха от 0 до -2. И небольшой снег также сегодня будет в течение дня сопровождать жителей города Якутска. От новостей погоды плавно переходим к новостям политическим, интересным из республики, из страны. Слово информационной службе нашего канала. В эфире новости, в студии Анастасия Копызева. Доброе утро. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Якутске идет к завершению. Подрядчики уверяют, что все работы будут выполнены в срок до 31 октября. И асфальтирование, и благоустройство. Несмотря на плохую погоду, мокрый снег и минусовые температуры, работы не прекращаются. Самый затянувшийся участок в Якутске – улица Ларионова, второй участок от перекрестка Саурона-Маллона до улицы Ефимова. Там работает компания «Саха-Трансстрой». По словам подрядчика, работы будут завершены к 18 октября, как отметил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников, руководство республики не позволит муниципалитету и подрядчикам сорвать национальный проект в Якутии. Сроки, к сожалению, по асфальтированию уходят вправо, при том, что предполагалось, что асфальтирование будет в первой декаде завершено октября. Сегодня сроки иные. И серьезное отставание по Ларионово, по второму участку. Там подрядчика уже называют даты на 18 октября. Но сами понимаете, что уже низкие температуры, соответственно, качество должно быть проверено от и до. К другим темам якутский фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в международный прокат. Сегодня картину увидят жители Казахстана, а завтра ее покажут в Кыргызстане.
Кинолента производства «Саха-фильм» получила множество наград на международных фестивалях. Приз зрительских симпатий 41-го Московского кинофестиваля, приз 22-го Шанхайского кинофестиваля, а также гран-при кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в Уфе. Кроме того, киноработа якутского режиссера победила в номинации «Лучший игровой фильм» на Байкальском кинофестивале «Человек и природа». А в Якутии фильм побил рекорд по сроку проката, его показывали около 4 месяцев. 16 рисунков о космосе воспитанников детских домов передали в Музей космонавтики села Дюпсюн Усть-Алданского района. Работы уже побывали на выставке в Московском авиационном институте и стали победителями конкурса рисунков «Мой космос». Поддержку в участии оказала доцент Московского института Сыргалана Захарова. Она же организовала приезд и встречу Героя России космонавта Романа Романенко с учениками школы-интерната для детей-сирот. Ранее рисунки были выставлены в Музее «Россия. Моя история». Я нарисовала про космонавтику Сыргалана Егоровну, как она мечтает о космосе. Ракеты, космос, и там девушка стоит, она... Эта акция у нас не завершается. Сегодня мы пришли для подписания 4-стороннего соглашения между нашей школой и Центром дополнительного образования Усть-Алданского улуса, между средней общеобразовательной школой село Дюпся, музеем космонавтики и авиации и детским технопарком. Уже сегодня стартует 12-й международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при памяти Дмитрия Коркина. Начнется масштабное событие с научно-практической конференции. Она пройдет в Северо-Восточном федеральном университете. Участники обсудят педагогическое наследие заслуженного тренера. Ну а далее церемония возложения венка памятнику Дмитрия Коркина. Ближе к вечеру состоится жеребьевка 5 весовых категорий, а финальные схватки пройдут 12 и 13 октября. Почти 6 тысяч жителей Усть-Алданского улуса выполнили нормативы ГТО. Это абсолютный рекорд в республике. На протяжении 4 дней школьники, взрослые и пенсионеры активно участвовали в данном мероприятии. Выполнение ГТО было организовано в каждом наследии в рамках предстоящих 30-х игр народов Якутии. Руководитель Центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО СВФО Александр Черкашин отметил, что, возможно, такая массовая сдача норм не случалось и на всем Дальнем Востоке. Он добавил, что необходимо уточнить данные. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь. Спасибо, коллеги. А мы продолжаем. Тоже одна из интересных новостей продолжит наш эфир. Помните, недавно в студии у нас был министр образования и науки Республики Саха-Якутия вместе с коллегами, учителями. И мы говорили о национальном проекте образования, где отмечали открытие так называемых точек роста. Так их появилось 54 в республике. Это для того, чтобы формировать цифровой гуманитарный профиль у учащихся. Так, один из близлежащих таких точек роста была открыта на базе Тулагинской средней школы, куда съездила наша съемочная группа. Восьмиклассник Саша Аргунов решил, что будущую свою жизнь свяжет с бизнесом и новыми технологиями. Узнав о том, что в его родной школе можно будет изучать виртуальную реальность, программировать на современных компьютерах, используя новейшие программы, записался в числе первых. Раньше я мог только через интернет и силами своего компьютера я мог что-то изучать, например, коды программирования или основы процесса распространения, то есть сложные компьютерные вещи. И вот этот кружок, он мне позволяет заниматься теми вещами, то есть с преподавателями. То есть с преподавателями заниматься легче, чем с самоучками. 24 сентября Тулагинская средняя школа зажила по-новому. Благодаря национальному проекту образования в ее стенах появились 3 полностью оборудованных по последнему слову техники кабинета. Сам проект «Точка роста» подразумевает то, что нам дали новое оборудование, и на этом оборудовании мы должны в будущем подготовить детей, которые будут профориентированы к техническим специальностям. То есть инженеры, технологи, программисты. У нас вот с 5 класса по 11 класс учатся. И в целях уже будущее по IT-технологиям, по новым направлениям
тут и дети уже будут учиться. Например, вот уже виртуальный мир, уже через интернет уже осваивают. В Центре «Точка роста» есть программы, ориентированные на детей разного возраста. Есть возможность заниматься каждому, от первоклассника до выпускника. Основная цель проекта – обновление и модернизация материально-технической базы школ, что в перспективе дети из удаленных населенных пунктов могли приобщаться к современным технологиям и расширять знания в гуманитарной области. С 1 по 4 класс у нас идут шахматный центр. Охват все 100% проходит через это. С 5 по 7 класс у нас идут технологии. С 5 по 8 класс информатика. И с 8 по 11 класс ОБЖ. Мы снимаем с помощью квадрокоптера многие клипы. Я еще снимаю на улице. Но когда погода позволяет. Я записался в этот кружок, так как мне стало интересно, как будет выглядеть с птичьего полета. Уже в следующем году точки роста должны появиться в 96 школах Якутии. Мария Павлова, Андрей Лазарев. Новый день. Тулагина. Мы продолжаем. Буквально вчера мы рассказывали о семье Ксенофонтовых, которые собираются воспитать 20 приемных детей. Мы же продолжаем рассказывать совместно с Международным фондом «Дети Саха-Азия» о детях, которым, возможно, нужна ваша помощь и поддержка. Ты на сегодня боишься? Вот так ножками прыгай. Он с отставанием, конечно, на 2 почти бедренных срока отстает, но, можно сказать, наверстывает потихонечку, да? Ну да. Ну да. Зубов у нас много. Криво-косо растут. Знакомьтесь, Саша. Мальчик родился в ноябре 2018 года. Общительный и любознательный, малыш проявляет интерес ко всему, что его окружает. Очень любит внимание взрослых, хорошо идет на контакт. Немного гулит. У Саши есть небольшие проблемы со здоровьем, но благодаря хорошему уходу он догоняет своих сверстников в развитии. Умеет переворачиваться и садиться, сидит с опорой, любит играть с игрушками. Сон и аппетит хорошие. У Саши уже есть 8 зубов, зрительные и слуховые реакции развиты. Малыш очень подвижный. Саша замечательный мальчик, которому нужен лишь стимул для развития. Это родительская любовь и забота. Знакомьтесь, Тимур. Малыш родился в июне 2018 года. Из-за ограниченных возможностей здоровья мальчик находится на постоянном специализированном лечении. Любит спокойствие и тишину, умеет переворачиваться на бок. Очень чуткая, хорошо реагирует на общение и тактильный контакт. Тимур нуждается в постоянной заботе и ласке. Дорогой телезритель, сделай звук чуть погромче, подойди ближе к телевизору, а вдруг информация, которая будет в следующем сюжете, покажется вам полезной. Как многие знают, 14 февраля этого года был издан указ главы Республики Саха-Якутия, который был направлен на поддержку рождаемости в нашей республике. В соответствии с данным указом, каждый родитель, родивший или усыновивший ребенка, начиная с 1 января 2019 года, имеет право на получение единовременной денежной выплаты на рождение первенца. На текущий момент размер выплаты составляет 33 812 рублей. Существует также несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание для тех родителей, кто желает получить данную выплату. Во-первых, на данную выплату рассчитывают граждане Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию на территории республики в течение 3 лет. Важный момент – то, что не потребуется предоставлять доходы на родителей.
То есть выплата назначается вне зависимости от размера доходов семьи и также от состава семьи. Перечень требуемых документов небольшой. Вам обязательно потребуется предоставить документ, который подтверждает вашу личность, свидетельство о рождении ребенка для того, чтобы доказать, что ребенок для вас является первым, также родовый сертификат для женщин, реквизиты лицевого счета, куда вам будет перечислена данная выплата. И в случае, если ребенок был усыновлен, потребуется предоставить документы, которые подтверждают данный факт. Очень многие родители, конечно, обращаются в Центр «Мои документы» за оформлением данной услуги, но данную услугу также можно оформить и электронно, то есть не выходя из дома, быстро и удобно на нашем региональном портале e-yakutia.ru. Очень большим плюсом является также и то, что при электронном оформлении услуги результат вы сможете получить быстрее. То есть, если при бумажной подаче документов человек напрямую обращается в Управление социальной защиты населения, сроки составят 10 рабочих дней. Если вы обращаетесь в Центр «Мои документы», срок рассмотрения составит 13 рабочих дней. Но если вы оформляете документы электронно, сроки сократятся до 8 рабочих дней. Таким образом, электронно оформить услугу удобнее и быстрее в 2 раза. А мы продолжаем, перемещаемся в Тампонский район, в Хандыку. Там этой осенью отмечали юбилей уважаемого человека, ветерана здравоохранения Советского Союза, СССР, ветерана тыла и труда, почетного гражданина поселка Хандыга Клавдии Николаевны Афанасьевой. Как проходил юбилей, в нашем следующем сюжете. С внушительным юбилеем Клавдию Николаевну Афанасьеву поздравили коллеги, исполняющие обязанности главного врача Тампонской райбольницы Сарглана Хлопкова и заместитель главного врача по лечебной части Анна Ушницкая. С волнением и радостью юбилярша получила поздравления, подарки и телеграммы от президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева, родных и коллег. Клавдия Николаевна, наш старейший работник, работала в сфере здравоохранения с 1950-х годов и проработала около 50 лет. Мы пришли поздравить ее с юбилеем 90 лет. У нас в районе среди медиков нет людей, которые достигли 90 лет. Трудовая деятельность ветерана началась в селе Мигналдан в 1955 году за фельдшерским пунктом. Потом работала в Кресхальджае фельдшером. После трудилась фельдшером и заведующей больницей, медсестрой в школе-интернате села Тампон. С 1966 до выхода на пенсию в районной больнице поселка Хандыга. Для нас, для молодых специалистов и для будущего поколения она является большим примером. Мы гордимся, что такой человек у нас работал в медицине. Клавдия Николаевна до сих пор ведет активный образ жизни. Ведет домашнее хозяйство, высаживает дачу. Как медик следит за своим здоровьем, питанием и красотой. На протяжении многих лет пела в вокальном ансамбле «Сударушка». И сейчас любит русские и якутские песни. Радуется внукам и правнукам. Нина Ханарова, Джоустам Толстяков, Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. В Якутию приехала внушительная делегация представителей Кореи. И гости у нас сегодня в студии. Это председатель общества корейско-якутской дружбы господин Люке Хван. Доброе утро. И генеральный директор компании Чон Киен, мисс Юнг Йонг Хи. Доброе утро. Помогать общаться нам поможет Киней Харитонова. И первый вопрос нашим гостям. Первый раз ли они в Якутии и что удалось уже посмотреть? 네, 첫 번째 질문이고요. 여기 야쿠자에 처음으로 오셨는지, 야쿠자에 와서 어디 가보셨는지 궁금합니다. 네. 저는 야쿠자를 너무 좋아하기 때문에 가는 곳마다 저한테는 추억의 길이 되죠. 이번에 왔을 때는 레스키 스타일 V 또 그 밖에 대통령실에 또 그 밖에 다른 다양한 사람들과 함께 만나고 교류하고 대화했습니다. В Якутии я не первый раз, я уже приезжал 5 раз в Якутию, это уже 6-й. Мы в этот раз ездили в Ленские столбы, мне очень понравилась ваша природа, очень красиво все. А также встретился со многими людьми здесь в Якутии. А мисс 저는 이번이 처음이고요. 러시아 처음 왔고 사하공화국도 처음 왔고 가장 오늘 짧은 일정이었지만 기억에 남는 건 레나 필라 거기에 오늘 갔다 왔는데
경치가 너무 아름다워서 인상이 남았고요. Да, она первый раз вообще в России. В Якутии ей очень понравилось. Вот мы все вместе ездили на Ленские столбы. Она говорит, вообще была очень удивлена нашей природой. А снег не удивил? Вот, наверное, первый раз снег так в обилии, да еще и в октябре. 그 눈이 여기 많이 왔잖아요. 근데 한국에 지금 눈이 없기 때문에 운도 이렇게 놀랐는지 아니면 날씨가 어떤지 물어보십니다. 저희가 사는 광주는 1년에 2번, 3번 정도 눈이 오는데 아주 많이 오는 경우가 있습니다. 그래서 그런데 사하공화국은 눈이 보편적이기 때문에 별로 놀라진 않았고 아마 우리를 축복해주는 눈이라는 생각을 저희들이 했습니다. Он говорит, что не был удивлен, потому что у них в городе Кванджу тоже бывает много снега. Ну, и он надеется, что снег выпал как раз для того, чтобы их благословить. А какие планы и цель визита делегации из Кореи? 그리고 이게 한국 대표단이 그러면 앞으로의 목적이 계획이 어떠신지 어떤 목적으로 오셨는지 궁금합니다. 우리 코러스 소사이티는 코리아 러시아의 이니셜을 가지고 만들어진 단체입니다. 그래서 이제 내년이 되면 러시아와 우리 한국이 교류한 지 30년이 되는 해인데 저희들이 정치, 경제, 사회, 문화, 또 청소년까지 다양한 분야에 걸쳐서 어떤 교류를 하기 위한 어떤 프로젝트를 저희들이 추진을 하는데 이번에도 그 관계자들을 만나서 저희들이 구체적인 것들에 대해서 협의하고 또 우리 한국에서 어떤 방식으로 이쪽에 서로 협력할 것인가에 대한 것도 논의하고 또 특별히 이번에는 우리 한국의 대표적인 병원 그룹인 청년의 그룹이 함께 와서 한국의 의약품들에 대한 것, 한국의 진료 시스템에 대한 것을 야쿠티아에게 소개하는 것이 이번 방문의 가장 중요한 목적 중에 하나입니다. Мистер Ви является председателем общества КОРАС, это получается как бы инициалы Корея и Россия, и в будущем они планируют как бы вот обмен, международный обмен с Якутией. В планах у них, конечно, очень много. Но вот в этот раз приехала вот мисс Юн, она является директором медицинской организации, поэтому они хотели познакомиться с нашей российской системой медицины и как бы познакомить их с корейской традиционной медициной. А где удалось уже побывать и, может быть, есть уже какие-то планы по сотрудничеству? 근데 여기 와서 또 아마 사람들을 만나셨잖아요. 그래가지고 앞으로는 또 이렇게 좀 어떤 계획이 생겼는지 아니면 어떤 그런 길들이 있을 건지 물어봅니다. 저희는 어떤 특별한 사람을 선정하지는 않습니다. 정치하는 지도자들부터 시작해서 일반 서민들까지 야쿠티아 민 모두가 우리의 어떤 협력의 대상이다 생각을 하고 또 특별히 우리는 다음 세대를 준비를 해야 된다고 생각을 합니다. 지금에 만족하지 않고 다음 세대, 그래서 어린이들과 청년들, 학생들을 지원하기 위한 프로젝트, 그리고 그들이 한국 학생들, 청년들과 함께 교류를 하면서 함께 공동으로 국제평화에 기여하도록 유도하는 것이 코러스가 가지고 있는 궁극적인 목적이기 때문에 그와 관련된 다양한 사람들을 저희들이 만날 계획이겠고 누구든지 원하면 함께 만나서 대화할 수 있다고 생각합니다. Он говорит, что встретили очень много якутян, начиная от правительственных работников, начиная школьниками. Но сейчас уже мы как бы переговорили некоторые вопросы, у нас по этому планы есть, будут еще, наверное, развиваться. Ну а также он говорит, что вот организация КОРАС открыта к любым сотрудничествам, начиная от детей, например, обмен между школьниками, обмен культурой, медициной, и экономикой, и так далее. А мисс, вы где удалось побывать и какие-то планы по развитию медицины и сотрудничества между якутскими врачами, между корейскими врачами какие-то есть или? 야쿠티아 오셔서 의사 선생님을 만나셨는지 아니면 누구랑 만나셨는지 이렇게 야쿠티아와 한국이 같이 이렇게 일할 수 있는 어떤 그런 기회가 있는지 없는지. 저는 앞에 오늘이 3일째인데요. 한 이틀 정도는 정부 관계자들 만났어요. 그래서 오늘부터는 뭐 병원 관계자분들이나 또 기업인들을 만날 계획이 있습니다. 그래서 저희가 계획하고 있는 저희 회사가 가장 잘하는 한국의 의약품을 수출하는 거에 대해서 적극적으로 논의할 계획입니다. Сегодня, получается, у нас третий день в Якутии. До этого мы пока встречались только с правительственными работниками. И до конца недели у нас в планах встречи с медиками, встреча с профессорами, и с представителями Северо-Восточного федерального университета. А чем занимается конкретно ваша компания? 회사 소개를 조금 해주세요.
저희는 한국에서 한 13년 된 회사예요. 그래서 10년 동안은 병원을 운영을 해왔고 지난 3년은 하나의 또 사업을 확장해서 의약품을 제조하고 있어요. 그래서 이제 13년 되어서 이제 한국에서는 저희가 이제 어느 정도 안정적인 운영을 하고 있고 이제부터는 해외 시장에 대해서 관심을 많이 가지고 있어요. 그래서 오늘 야쿠티에 온 이유도 그런 연장선상이 있어요. 네. Ну, получается, компания Чоньо уже 13 лет. Они имеют около 12 клиник по всей Корее, а также свою фармацевтическую компанию, выпускает свои лекарства, ну и как бы витамины, продукцию для здоровья. Вот 10 лет они только занимались только клиниками, а вот последние 3 года они занимаются фармакологией. Вот вы уже изучали, наверное, может быть, законодательство России вот по внедрению тех препаратов, которые вы производите, на что они направлены, и есть ли уже перспективы вот сотрудничества в сфере фарминдустрии? 그리고 아마 여기 오시기 전에 뭐 야쿠티아의 법이나 아니면 그 야쿠티아의 그냥 의료 시스템에 대해서 아마 읽으셨을 거잖아요. 그래가지고 여기서는 어떤 약들이 필요할 것 같은지 어제 얘기했던 거 있잖아요. 네. 야쿠티아 제가 공부를 해보니까 그 기후랑 음식 때문에 심장 질환이 많다고 들었어요. 그래서 관련돼서 또 비만 문제도 있는 것 같고 또 무릎, 관절염 질환에 대해서도 또 유병률이 높은 것 같아요. 그래서 그런 쪽으로도 저희가 가지고 있는 기술이나 제품들에 대해서 소개하고 싶고 그런 계획을 가지고 있습니다. Ну, она говорит, что думает, у нас, получается, такие климатические условия суровые, во-первых, ну и еда у нас немножко такая, да, соленая, жирная, поэтому ей кажется, что много сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний суставов, спины, поэтому как раз корейская традиционная медицина как бы занимается да, вот именно этими вопросами, поэтому она бы хотела представить нам их вообще систему, препараты. Вот вы как раз сказали про лекарства, а вот непосредственно чем занимаются клиники, каким профилем, потому что мы знаем, что якутяне очень часто ездят в Корею для лечения серьезных заболеваний, допустим, онкологических. Вот занимаетесь ли вы этим профилем или у вас больше общепрофильные больницы? 한국에서는 병원들이 있다고 하셨잖아요. 그 병원들이 어떤 전문 병원인지. 왜냐면 여기 야쿠티아 사람들이 많이 한국에 가십니다. 가서 건강 검진하고 아니면 이렇게 좀 심각한 병이 있으면 여기 가시는데 그 어떤 저희 이제 병원이 13개가 있고 각각 전문 분야는 다 보유하고 있지만 가장 잘하고 있는 거는 척추 질환을 치료하는 거예요. 그래서 저희가 재활의학과 또 한국에서의 침술하고 또 매뉴얼 테라피라고 하는 그런 치료들을 다 통합적으로 하는 클리닉을 가지고 있는데 그게 한국에서 가장 잘하고 있다라고 알려져 있는 점입니다. Ну, их клиника занимается всем. У них есть разные отделения, но больше всего они известны, что хорошо лечат заболевания позвоночника, но также у них хорошая реабилитация. Спасибо. Господин Ли, планируется ли ответный визит делегации Якутии в Корею? И, может быть, какие-то уже планы вы наметили по взаимообмену между молодежью, студентами? 지금은 여기 대표단이 왔잖아요. 그리고 야쿠티아 대표단도 한국에 가실 계획이 있는지 앞으로의 또 그런 어떤 계획들이 있는지 조금만 더 소개를 해주시면 감사하겠습니다. 물론입니다. 저희들은 교류는 한국에서 대표단이 올 수가 있고 또 사하공화국에서 한국의 대표단이 와서 서로가 생활의 문화라든지 이런 것들도 함께 체험하는 것도 대단히 중요하다고 생각합니다. 그래서 앞으로 학생, 청소년, 예술인, 또 정치인들이 다양하게 한국의 지도자들과 또 한국의 학생들과 교류할 수 있도록 저희들은 연결을 할 거고 이번 12월 달에도 한국의 학교의 관계자들이 이곳을 방문할 계획을 가지고 지금 준비하고 있습니다. Да, конечно, у нас в планах есть пригласить делегацию из Якутии, ну а так в ближайшее время у нас в планах в декабре месяце должны приехать из Кореи, из города Кванжу в город Покровск, директор школы, а также учителя, чтобы вот, как бы поделиться опытом. А еще в будущем у нас в планах в следующем году, например, будет обмен между школьниками, ну и стажировка учителей. Спасибо большое за то, что этим утром подошли к нам в студию. Хочется пожелать, чтобы Якутия оставила у вас, несмотря на снег, который благословил вас, самые теплые воспоминания об этом визите.
이렇게 이른 아침에 오셔가지고 감사합니다. 이렇게 여기 오신 그 눈도 아까 얘기했던 것처럼 축복하시길 바랍니다. 건강하시고 행복하세요. 전해주셔서 고맙습니다. Спасибо, что нас пригласили. Спасибо. На этом мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь вместе с нами. Далее мы продолжим. Что-то стало холодать. Не пора ли шубку брать? Теплые, качественные шубки отечественного производства по самым привлекательным ценам. С 4 по 13 октября. Дом дружбы народов, город Якутск. Премиальные меха. Новая эксклюзивная коллекция шуб в меховых салонах «Торнадо». Скидки на новинки. «Торнадо» – все лучшее для вас. Еба бусирге. Андойду. Аняла. Ананның кенеха. Барабыт мақтала. Бусирге тереппит. Бұл күні көрдөрпит. Бихеха иебит. Күн тәңеке хебит. Алтынне 19 күнігер. Опера онна балет театрга. Емечері концертный программаға ыңырабыт. Күнді иелер бит. Күнді тапталлах әбәлер бит. Чәген болын. Жаулах болын. Алтынны сүрбәһез күнігер сақа театргар сақал бәйдүбәт талана Валерий Ноев түрәбіде. Ағуын сылығаран лауқылақан концерт спектакль болар. Валерий Ноев рылдарын басың толыратчылара оннан күйіттер, рығыттар біліқтары күттектіра. Бұдал күтулақ ақтылған кехетені Валерий Ноев чугаздағыра Аркадий Алексеев Слайны теға. Сағалыныта 16-19 частан. Доброе утро, мы продолжаем. Теперь перемещаемся в Эмиконье плавно, где продолжается эстафета копии Знамени Победы по республике. Она двигается и вот сейчас добралась до Усны. За 10 дней пребывания Знамени непосредственно в Эмиконском районе торжественные мероприятия прошли в каждом, даже самом труднодоступном населенном пункте. Подробности далее в сюжете. Копию Знамени Победы, водруженного в 1945 году над Рейхстагом, словно святыню пронесли по всем наслегам. В каждом населенном пункте торжественное мероприятие собирало не только школьников, но и взрослое население. Ветераны вновь вспоминали военные трудные годы, завещали правнукам пронести память об этом через всю жизнь. Уснерская школа носит имя выпускника, Героя России. Здесь много внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию детей. Сегодня знаменательный день для нашей школы. Школа имени Героя России Хоменко. Мы приняли Знамя Победы. Это большая честь для нашей школы, для наших учеников. Мы надеемся, что наши ученики вырастут достойными и будут нести честь школы. Это мой прадедушка, который погиб. Я хорошо учусь и стараюсь жить так, чтобы помнить о своем прадедушке. Чеканя шаг вносит знаменная группа знамя на площадь Победы. Кажется, даже ветер затих, и склонили головы бронзовые фигуры. Читаем название. Керчь, хорошо. После митинга знамя самолетом вернется в Якутск, чтобы продолжить эстафету в Момский улус. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Эмиконский район. А мы продолжаем наш эфир и поговорим сейчас об уникальном проекте, который реализуется на территории Российской Федерации под названием «Дорога памяти». Именно в студии гость Ирик Галяудинов, он инструктор пункта отбора на военную службу по контракту 3-го разряда в городе Якутске, непосредственно отвечает за реализацию данного проекта. Доброе утро. Здравствуйте. Да, вот что это за проект и кто в нем может принять участие? Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства на территории парка «Патриот», который находится в Московской области, главного храма Вооруженных сил. Этот храм строится в честь Воскресения Христова и посвящен 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Также на территории храмового комплекса будет построена галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов. В память о 1418 днях и ночах, которые были проведены боевые действия. В галерее на основе специальных технологий будут размещены фотографии и имена всех участников войны.
Само участие именно в проекте является... То есть каждый, кто помнит и чтит память о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, может поделиться информацией, фотографией и личной историей участника. И вот эта вся информация, которую мы соберем уже, она будет увековечена именно в галерее «Дорога памяти». Какова цель и задача данного проекта? Данной работой во всех субъектах Российской Федерации поручено заниматься пунктом отбора именно военных округов. И основная цель этой работы и этого проекта – это увековечить память всех участников Великой Отечественной войны. Это галерея «Дорога памяти», она объединит десятки миллионов фотографий. Это фронтовиков, работников оборонных предприятий, работников военной корреспонденции, военной культуры. То есть всех объединит и уже там все будет... В какие сроки необходимо собрать эти данные? Так как храм готовится к завершению строительства к 75-й годовщине Победы Великой Отечественной, то есть получается, те, кто население будет отправлять уже информацию именно непосредственно через пункты отбора, то информацию нужно предоставить где-то до середины февраля 2020 года. А вот куда надо обращаться? Обращаться нужно непосредственно на пункт отбора, который находится по адресу город Якутск, Чапалова, дом 23. У нас там организовано рабочее место, там с участком сканирования и с возможностью принятия у населения информации с электронных носителей. Вот. Также у нас есть возможность то есть отправлять к нам по электронной почте, это по ВСК 14@mail.ru, либо обычной почтой, то есть просто сканируют фотографии, сканируют текст, саму историю фронтовика и просто отправляют нам на пункт отбора, а мы уже будем дальше забивать уже в эту базу. После того, как мы собираем уже вот эту базу, мы отправляем ее уже непосредственно в Москву. Там она будет проходить модерацию и уже будет вноситься в саму именно галерею «Дорога памяти». Также есть возможность лично самому вносить эту информацию через информационный ресурс «Дорога памяти». Вот, то есть там путем внесения данных, там будут поля внесения данных именно о ветеране, и уже то есть, самому лично можно все это делать. Спасибо большое за то, что подошли к нам в студию. Хочется призвать всех телезрителей, которые посмотрели эту информацию, по возможности принять участие в этом уникальном проекте. Есть фотографии фронтовиков, участников, дедов, прадедов, отцов, то вы можете обращаться непосредственно в пункт отбора по призыву, где отсканируют фотографии, или сами можете отсканировать и отправить по адресу. В интернете можете забить «Дорога памяти», информация будет. Спасибо большое. Мы продолжаем. Меняем географию и перемещаемся в Усть-Майский район. По всей стране сейчас проходят декады, посвященные Международному дню пожилых людей. В каждом районе, поселении уже разработаны свои планы, идеи. Что предложили для своих граждан социальные службы Усть-Майского района, узнаем прямо сейчас. Несмотря на холодный ветер и первые заморозки, в культурно-спортивном центре поселка Усть-Мая собрались люди пожилого возраста, для которых организаторы ярмарки интересов провели мероприятие в виде консультаций специалистов социальных служб, которые непосредственно работают с этой категорией населения. Мне это мероприятие понравилось, потому что неожиданным оказалось для меня. Я думала, что клуб здесь какие-то по интересам, раз мы собираемся, то, думаю, наверное, будем что-то записывать и так далее. А тут оказалось, что мы пришли со своими вопросами, то, что нас интересует. А вопросы пенсионеры могли задать в этот день всем государственным службам, не тратя времени и сил на посещение учреждений. К нам обращались пенсионеры в основном с вопросом по оплате проезда к месту отдыха и обратно. И также вот в связи с выходом на пенсию в каком году. Ну, в основном вопросы у нас с мусором возникли у пенсионеров, потому что неудобно маленько пожилым людям далеко выносить мусор.
Сотрудник усмайской полиции Алена Пикала отсутствие к ней обращений граждан объяснила так. Говорит о том, что пожилых людей у нас не обижают, в отношении них преступления не совершаются. Все участники ярмарки интересов, независимо от возраста, воспользовались возможностью проверить свое здоровье и получить прививку от гриппа. Свое давление измерила, что оно у меня сегодня повышено. Я чувствовала, что оно у меня повысилось. Получила прививку. Это тоже очень нужно, потому что до амбулатории для меня идти далеко. А тут приехала и все сразу получила. Для желающих Алена Ковалева провела мастер-класс по всем художественным техникам и росписи деревянных дощечек для хозяек. Тренер-преподаватель Усмайской детской и юношеской спортивной школы провела для пожилых людей урок аэробики, что рассмешило многих. Да, мне это понравилось. Вот эта вот аэробика мне понравилась. Как раз нужно было вместо зарядки. Старость в реальной жизни – это, как правило, такой период, когда необходима помощь и поддержка всем, чтобы выжить. Касается это в первую очередь одиноких пожилых людей, которые, в отличие от пожилых граждан, проживающих в семьях, лишены элементарной поддержки родных. Не отворачивайтесь от такой категории людей, ведь и к вам когда-нибудь придет старость. Юрий Таюрский, поселок Усьмая. Доброе утро. Настало время поиграть вместе с гостями в нашей студии. Надежда Николаевна Белолюбская, тренер Республиканского центра национальных видов спорта. Ее коллега, тоже тренер Республиканского центра национальных видов спорта, Кармала Розалия. Доброе утро. Поговорим мы сегодня о настольных играх, которые здесь тоже представлены, и о том мероприятии, которое проходит сейчас в республике. Это, я так понимаю, семинар и турнир. Да. Что это за событие? Ну, вчера прошел семинар по традиционным играм для тренеров, учителей физкультуры с целью сохранения, пропаганды и развития игровой культуры народа Саха. И целью подготовки к первому открытому фестивалю древних игр, которые пройдут в декабре этого года. Сколько было участников? Ну, более 40. И дети тоже приехали. Что относится к настольным играм народа Саха? Настольные игры очень много. Настольных игр очень много. Но сейчас как вид спорта развиваются эти игры хабылык и хамска. Что это за игры? Хабылык. Вот хабылык. Изначально древняя игра хабылык играли 60 палочками, даже больше было, разное количество. Здесь были главные фигуры, 5 штук, которые отражали ворона, животных, да, олень, которые отражают быт народа, да, культуру народа нашего. Их только поймали по одному, а эти считались коровами. Если я беру ворона, то беру 10 коров, например, да, подбрасываю, нужно ловить много и считать по 2. Если лишнее, тоже беру вот так. Это считается по дискам, по зубчикам. Все. Понятно. Так. А сейчас это самое классическое. Это самая массовая, доступная и простая игра. Этот кабылык превратилась в сложный национальный вид спорта, который нужно 30 палочек, нужно за 2 минуты поймать только по одной палочке. Каждую? Каждую. Покажи. Ой, нет. Нужно 100%. 100% еще и так, да? Да. И поймать одну. Это сложно. Так, сейчас я попробую. Единственный вопрос у меня по турниру, да? Он сегодня, я так понимаю, начинается. Кто принимает участие? Есть ли какие-то звездочки уже на турнире? Ну, для детей. Каждый год в октябре проводится турнир открытия сезона. Съехались из разных улусов, более 10 команд. И участвуют школьники, начиная с 3 класса. Есть среди детей и дети, которые уже являются будущими мастерами спорта. Они уже выполняют требования игр по хабылык и хамска.
Это Махров Алексей из Верхневилюйского улуса. Это и Тимофеева Рената из Намского улуса, из Усть-Алданского улуса есть, из города Якутска тоже есть дети, которые занимаются в центре национальных видов спорта. Розалия, вот вы так ловко все это сделали. Я не знаю, получится ли сейчас у меня. Вы вообще сколько лет-то сами-то уже этим занимаетесь? Ну, с рождения? Нет. Это раньше в детстве мы играли только хабылык, хамыска. А сейчас вот играем вот на хабылык. То есть сейчас задача моя подкинуть, поймать, а потом еще и поймать одну. Да. Правильно? Так, ну что, смертельный номер, первый раз. Так. Первый раз провальный. Да? Так, попробуем второй раз, конечно. А вот по играм народов тюркских, да, которые в декабре предстоит, они, я так понимаю, будут первые. Какие игры там будут задействованы? Мы вот именно вот в декабре пройдет первый республиканский открытый фестиваль среди детей 9 древних игр. Там войдет вот эта старинная игра хабылык, камыска, ойбонтон улан — это водопой, кырынастахын — это отжимание от пола, прыжках, так еще керестеби, тутум эрги, это вертушка. И там интеллектуальные игры, вот тоскумалак, казахская игра, без осык, тоже казахская, это среди девочки только играют, и мальчики играют осыкату, там тоже косточки. А заявки успеть до какого надо подать и куда? Уже до начала декабря. До начала декабря в национальный центр? Да. Итак, в завершении пробуем еще раз. Все, не получилось. Ничего страшного. Первоначально мы играли не 100%, сейчас вот только что норматив мы взяли на 100%. И новые правила. Будет мне как это, поощрение, буду играть по старым правилам. Да. Спасибо вам большое за то, что подошли к нам в студию, рассказали об интересных играх. Надеюсь, люди заинтересовались и по возможности будут подавать заявки для участия в первом турнире, таком большом фестивале игр тюркских народов. Спасибо большое, хочется пожелать удачи. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу и далее продолжим. Отпразднуйте новоселье уже в этом году. Застройщик АО ДСК сдает дом в 203-м квартале уже в конце 2019-го. 33 13 28. Саха-концерт агентства юбилейлер тәрәһеннәргә ыңыра 6-11 күнүгәр Триумф спорт киенегәр Модерн Токинг бөлөк катыламма сол боллуба уннуллуба тәрәһәтә Томас Андерс Жокускайгар соды саватак кәнсере 6-12 күнүгәр Өксөкүләгө сәясәтен культура киенегәр Россия самай атыр бит иллюзияния Александр Муратаев Белерномокка кирбет секрет шоуда 6-12 күнүгәр Опера балет театрыга Саха эстрадатын чулуттан чулулара Бастыңтан бастыңнара. Саха-концерт агентства. Сүрбәге сылустата. Бастагы ванна бастың. СКА Мебель осенний ценопад до 40%. Кухни, диваны, мебель для офиса, детских садов и школ можно оформить в рассрочку или кредит. Ждем вас по адресу 50 лет Советской армии 30. Телефон 700 590. Магазин кожи и меха и снова закрывается. Фабричные цены на все. Спешите купить шубу или дубленку с максимальной выгодой. На Крупской 13. Фабрика Сардана утепляет к зиме. Унты, торбоза, монголки по доступным ценам. Эксклюзивные меховые изделия, шубы, жилеты, палантины, головные уборы, рукавицы. Возможно, рассрочка без процентов. Действует система скидок. Фабрика Сардана. С заботой о вас. Элегантность, роскошь, изысканный стиль шикарных шуб. Торговый дом СРБК. Ева Бусирге. Андайды, айнала. Ананның кинеха. Барабыт мақтала. Бусирге тереппит. Бу күні көрдөрпит. Бихеха иебит. Күн тәңе кехибит. Алтынне 19 күнігер. Опера онна балет театрга. Ие мечәрі концертный программаға ыңырабыт. Күнді иелер бит. Күнді тапталлақ әбәлер бит. Чәген болун. Жаулақ болун.
Новый день продолжается на канале НВК Саха. Всем доброе утро. Сегодня четверг, 10 октября. На улице снежно, но вполне тепло. И иногда в такую романтическую погоду хочется взять кого-нибудь под руку вечером и пойти, например, в кино. Что же предлагают кинотеатры города и республики? Ведь четверг день премьерный. Узнаем из нашей постоянной рубрики «Киноафиша». Эй, принцесса, давай. Предлагаем вашему вниманию киноновинки этой недели, которые стартуют в кинотеатре «Лена» уже сегодня. Премьера нового якутского фильма «Экспедиция». Это первая режиссерская работа известного актера кино, ведущего артиста Саха-театра и театра Ланхо Гаврила Минкярова. Если ранее актер успешно снимался в фильмах, то в данном проекте раскроется другая его творческая грань – кинорежиссера-постановщика. В фильме пересекаются история и современность, сказка и реальность, любовь и ненависть. Сюжет во многом не будет похож на другие якутские комедии. В фильме параллельно сочетаются комедийные и исторические жанры, рассказывает режиссер кинокартины. Герои фильма – известные игроки Саха КВН. Сеня – студент, известный вайнер, уверенный в своей неотразимости. Чтобы впечатлить любимую, он делает ей шикарное предложение руки и сердца. Но неожиданно Юлия отказывается, обвинив его в безответственности и несерьезности. Сеня решает доказать свои чувства и отправляется в археологическую экспедицию, где их ждут невероятные приключения, судьбоносные встречи и уникальные открытия. У меня будет интервью с Роландом Поллардом. Он из состоятельной семьи Нью-Йорка. Она из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы. А что вы тут делаете одна? Воплощаю мечты. Каждый новый фильм Вуди Аллена – событие, даже с учетом его высочайшей производительности труда. Даже в том случае, если в итоге шедевра не получилось. Выходящий в российский прокат «Дождливый день в Нью-Йорке» не шедевр, но тем, кто любит Аллена, он скорее понравится. Целый уикенд. Здесь же реальная сенсация. Сними свой плащ. Не могу. Под ним ничего нет. «Дождливый день в Нью-Йорке». В кинотеатрах с 10 октября. Мои долгие летние каникулы только начинаются. Однажды в океанариум, в котором работает отец Руки, привозят двух странных мальчиков – Уми и Сору. Они родились и выросли в море и обладают сверхъестественными способностями. Между тем, во всем мире происходит удивительное. Из океанариумов исчезает вся живность. Морские существа появляются в необычных для себя местах обитания. Рука пытается выяснить, как с этим связаны ее новые друзья. Говорить о том, что полнометражное аниме красиво, уже банальность, но посмотрите трейлер «Детей моря». Тут и впрямь необычная графика. Мимика героев гораздо детальнее, чем в обычном аниме, а на крупных планах даже видна карандашная штриховка, отсылающая к рисунку изначальной манги. Связаны с миром, далеким отсюда. Божества в обличии китов, мальчики, которые путешествуют сквозь время. Вселенная повсюду. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Присоединяюсь полностью к Катерине Винокуровой и тоже желаю вам приятного просмотра, если вы отправитесь или сегодня, или на выходные в кинотеатры. Но можно и посмотреть фестиваль науки, который начался на этой неделе. Поговорим мы сегодня об этом с гостями нашей студии. Это Уварова Людмила Мартовна, представитель Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Доброе утро. И ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Павел Василькевич. Доброе утро. Что это за фестиваль, что он из себя представляет и кто является его участником? Доброе утро. Фестиваль науки в республике проходит уже который год. В этом году 7-й раз. В рамках 9-го Всероссийского фестиваля науки. И
В этом году организатором является Министерство образования и науки. 6 лет проводился Северо-Восточным федеральным университетом. Вот какие особенности есть проведения в этом году? Может быть, состав участников поменялся? В этом году фестиваль науки в России посвящен периодической таблице Менделеева. У нас в республике фестиваль науки будет посвящен году консолидации с целью привлечения внимания научного сообщества и широкой общественности к проблемам развития гражданского общества. Будет большее количество охвата участников. Ожидается участие более 15 тысяч человек. Организаций больше будет. Ну и думаем, что этих направлений и форм будет в достаточной мере будет. А где будет проходить фестиваль науки? Я так понимаю, по каким-то объектам, а потом ребята где-то соберутся? Да, проходит 2 этапа фестиваль науки. Первый этап — это с 8 по 18. Будет проходить на уровне общеобразовательных организаций, образовательных организаций, профессиональных образовательных научных учреждениях. И 19-20 мы проведем выставочную площадку на базе мультимедийного музея исторического парка. Будут выставлены экспозиции образовательных организаций, научных учреждений. Ну вот кроме программы самого фестиваля, в рамках него проводится Азиатско-Тихоокеанская, я понимаю, конференция. Что это такое, Василий Кимович, кто в ней принимает участие? Ну, во-первых, это очень такое традиционное мероприятие, которое проводится уже в этом году 8-й раз. Оно относится к странам Азиатско-Тихоокеанского бассейна, ну и в том числе привлеченные есть другие страны, например, приглашенные из Европы. На этот раз в Якутске будет 11 стран и примерно 75 очень интересных проектов. Дети представят из разных стран мира, и к нам, например, будут такие уникальные страны, которые мы впервые увидим здесь, в Якутии. Это такая островная страна, называется Гуам, да, кстати, которая относится к Соединенным Штатам Америки. Оттуда прилетают дети, да, которые получали с большим трудом визу. Наверное, да, через весь, через весь шар, этот, да, кстати. Ну, еще и дети из Филиппин, Малайзии, Сингапура, из Тайваня. Очень многих интересных стран, поэтому и наши дети тоже примут участие. Будет это очень интересно, потому что взаимное, как говорится, перекрещивание разных культур и плюс идей даст очень интересное для познания мира, которое мы называем научным познанием. Да, так сказать, то, что необходимо для того, чтобы мотивировать развитие знаний у нас. А чему будет посвящена эта конференция? Какие тематики основные? Тематика у нас очень интересная, да, так сказать, 5 направлений, естественно, научных. Да, наука о жизни, наука о земле, математика, физика и информатика. У нас очень сильные позиции, особенно по информатике, по наукам о жизни. И ребята очень подготовили хорошие проекты. Жюри будет международное, 20 очень известных специалистов, академики иностранные. Очень интересные лекции пройдут как раз в рамках фестиваля науки. То есть цель-то такая, что каким-то образом мотивировать и заинтересовать молодых людей, чтобы они занимались наукой. Потому что без мотивации, без интереса науки не может быть. База проведения — это Малая академия науки. Значит, у нас база проведения, очень хорошая известная школа, это Республиканский лицей-интернат. Здесь у нас он будет проходить. Как раз всех приглашаю, значит, 17 числа на закрытие данного мероприятия, которое у нас пройдет в КЦ. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачного проведения фестиваля науки, зажжения новых ярких звездочек среди наших школьников, чтобы действительно мы прославляли нашу науку, наши проекты на весь мир. На этом у нас все. Мои коллеги продолжат эфир буквально после короткой рекламной паузы. Всем хорошего четверга. Пока-пока.